Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Сегодняшний гость нашей программы – азербайджанский филолог, доктор филологических наук, профессор, президентский стипендиат, известная поэтесса, проректор Азербайджанского государственного педагогического университета Махира Гусейнова. Здравствуйте, Махира ханым. Очень приятно с вами вот так с глаз на глаз видеться. И вдвойне приятно, что мы в Азербайджане находимся в столице города Баку. И отсюда приветствуем весь турецкий мир. И очень хотелось бы о вас информацию для наших телезрителей. Я занимаюсь художественным творчеством, поэтому некоторые мои рассказы печатаются в журналах и газетах Башкортостана, Татарстана, Узбекистана и Казахстана. У нас был ряд встреч с преподавателями в Узбекистане. Эти встречи проходили в такой приятной и гостеприимной атмосфере, что создавалось ощущение, будто я нахожусь в Баку. Я проректор по международной связи этого университета и пытаюсь наладить более тесные связи с Узбекистаном. Поэтому оттуда к нам приезжают и студенты, и преподаватели, а наши преподаватели едут в Узбекистан. Азербайджанский язык теперь преподают в нескольких университетах Узбекистана. Студенты, которые приезжают к нам, изучают азербайджанский и английский языки, учатся здесь и поступают в магистратуру. Махира ханым, мы уже двигаемся в сторону Турана. Главы государств часто проводят саммиты и находятся в тесном контакте друг с другом. Мы журналисты, вы ученые и наши политики. Что должны сделать, чтобы еще больше ускорить этот процесс в работе? Все построено на науке. Если вы пишете поэму или принимаете политические решения, политическая мысль сама себе является наукой. Поэтому нам нужно развивать науку. Наши отношения должны быть укреплены. У нас очень тесные отношения с тюркскими государствами тюркского мира. С Международного казахского университета имени Ходжа Ахмеда Ясави Туркестанской области Казахстана и с Национальным университетом Аль-Фараби Казахстана. Профессорско-преподавательский состав Ошского государственного университета и Бишкекского государственного университета, коллектив Азербайджанского педагогического университета имеют тесные связи. Как вы видите, в итоге договоренности было достигнуто установление научных и академических связей между этими университетами. И сейчас идет работа над более обширным сотрудничеством в будущем. Нашему университету 104 года, у него есть несколько филиалов в Губе, Шеке, Шамахы и Вакджабиди. Наш губинский филиал создавал тесные сотруднические связи с Узбекистаном. Так мы познакомились друг с другом. Ректор Узбекского государственного педагогического университета приезжал в Азербайджан. В губинском филиале Азербайджанского государственного педагогического университета состоялась церемония открытия Центра продвижения и культуры тюркского мира Узбекистан-Азербайджан. Центр считается первым в регионе за пределами Баку учреждением, который укрепляет культурные связи между двумя странами, дает возможность широкому продвижению узбекского языка и литературы, информации о культуре, истории, социально-экономическом развитии Узбекистана. В первую очередь человек должен быть идеологически подготовлен. Он не должен быть с пустыми руками. Научная сторона требует быть идеологически подготовленным. Махира ханым, мы часто употребляем слова «тюркский мир», «туранские земли», «туран». Как вы это можете объяснить?
Когда мы были в научной командировке в городе Казань, то посетили Казанский Кремль. Почитали на стене, что строителем Кремля был азербайджанец. Я встретилась со съемочной группой и поделилась своими впечатлениями. Слово «Казань» – тюркское слово. Слово «Казан» переводится с турецкого «победи», «выиграй». Возможно, месторасположение Казани предполагает какую-либо победу, например, над рекой. Когда-то нас называли татарами. След тюрка – наша родина. Как вы сказали, есть факторы, объединяющие тюркский мир. У нас есть наследие, которое оставили наши предки – родина, вера, религия. В мире порядка 350 миллионов носителей тюркских языков. В различной степени они между собой взаимно понимаемы. Исследователи предполагают, что прародиной тюркских языков был Алтай. Все тюркские народы вели исключительно кочевой образ жизни, так как по сей день тюркские народы в большинстве своем проживают в степных местах. Тюркский мир – это мой мир. Я считаю себя турчанкой. Даже в европейских городах есть следы тюрков. Когда я вижу тюрка, вижу своего ребенка. Мы должны любить и искать друг друга. Тогда будем едиными. Граница тюркского мира не имеет предела. С чего начинается Родина? Родина начинается с любви к месту, где родился и рос, с любви к близким и родным людям, с любви к природе. Родина начинается с уважения к народу, его традициям и обычаям, с уважением к памяти предков. Родина начинается с памяти. Родина начинается с осознания себя и своего места в мире, осознания выбранного пути. Родина начинается в сердце каждого, но не прекращается с его остановкой. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых испытаниях у нас никому не отнять. Патриотизм нужно воспитывать не на ненависти к другим народам, а на любви к своему, каждому конкретному человеку, каждой отдельной личности. Можно ли не любить Родину? Родина – это не просто место на карте, это связь, история, культура, идентичность. Для других же не любить свою Родину может быть результатом негативного опыта, несоответствия личных ценностей и идеалов. Те, кто полностью преданы своей родине, придерживаются идеи, что родина – это прежде всего материальный мир со всеми его достоинствами и недостатками. Они гордятся своим прошлым, традициями, достижениями своих наций. Для них любовь к родине – это часть их самого существования, что вдохновляет на подвиги и жертвенность ради ее блага. Моя любовь к родине бесконечна. Первый тюркологический съезд, проходивший с 26 февраля по 6 марта 1926 года в столице Азербайджана в городе Баку, является одним из самых значительных событий, положивших начало новому этапу культурной интеграции тюркских народов, включая народ Азербайджана. В съезде приняли участие 131 делегат. Было проведено 17 заседаний. На съезде были заслушаны, обсуждены и приняты 38 докладов и содоклады в общей сложности по 14 вопросам, связанные с историей, языком, алфавитом, этногенезом, этнографией, литературой, культурой и другими темами тюрков и тюркского мира в целом. Самые главные знатоки тюркологии со всех республик там собрались, и после этого их всех репрессировали. До сих пор тюркология стоит на том самом месте, на котором остановилась в 1926 году. Ничего нового не появилось. Многие уже боялись заниматься этим делом, и поэтому приходится в одиночку каждому собирать эти знания, получать их. В 2026 году мы готовимся к столетию тюркологического Курултая. Баку еще раз будет мостом тюркских братьев. Мы должны достойно беречь свое единство.
Ольга Подлушная.
Я доктор Севиль Арифказа Мамедова. Я врач-гинеколог с 20-летним стажем работы. В основном мое направление – это лечение бесплодия, искусственное оплодотворение. Все, что мы делаем в нашей клинике Liv Bonadeye. Sevil Hanım окончила Азербайджанский государственный медицинский университет, далее прошла интернатуру в Донецком государственном университете имени Горького по специальности акушера-гинеколога. Изучила методы ЭКО во Франции в госпитале под руководством профессора Рене Фридмана. Далее прошла 5-летнее образование в Хачатепе университете в Турции и по окончании получила звание специалиста по специальности хирурга-гинеколога. С 2009 года являлась сотрудником самого передового центра по ЭКО Бахчаче клиника и была учеником профессора Мустафы Бахчаче. Под его руководством работала в Ираке, Турции, Боснии и ряде других стран. Последние 7 лет деятельность сосредоточила в Liv Bonadeye госпитале. За короткий срок провели масштабную работу по внедрению в процесс ЭКО генетической предимплантационной диагностики и благодаря новейшей технологии добились высокой процентности рождения здоровых детей. Sevil Hanım, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня нашим телезрителям вы расскажете, чем вы занимаетесь, какие у вас цели и задачи. Пожалуйста. Я являюсь врачом Liv Bonadeye госпиталя. Я врач-гинеколог. Занимаюсь своей специальностью уже 20 лет. Основная часть моей работы – это лечение бесплодия и искусственное оплодотворение. Уже более 20 лет мы дали более 30 тысячам семей радость, дали здоровых детей и продолжаем нашу деятельность дальше. У нас не только искусственное оплодотворение, обычное, стандартное. У нас искусственное оплодотворение плюс генетическое обследование этих эмбрионов. Кому мы это делаем? Мы делаем это семьям, у которых родились уже больные дети с генетическим отклонением, а также семьям, у которых родители носители каких-то генетических отклонений. Мы и им делаем предимплантационное генетическое обследование эмбрионов и дарим им уже здоровых малышей. И они становятся родителями здоровых малышей. Это генетическое обследование не во всех клиниках делается, не во всех лабораториях делается. Наша лаборатория отличается самой высокой технологической частью и оснащенностью отличается. И плюс наша клиника многопрофильная. Если даже у родителей какие-то проблемы вне гинекологии, то, естественно, наши профессиональные врачи тоже помогают нам в этом деле. Самое неприятное очень дело происходит при заболевании детей. Например, в нашей стране очень сильно развита талассемия, распространена талассемия, болезнь талассемии. И дети, рожденные болезнью талассемии, с помощью ЭКО они избавляются от этой болезни. Как мы находим доноров этим детям уже при ЭКО. Это возможно лечить? Это возможно, во-первых, родить еще одного ребенка, который по генетически идентичен больному ребенку. И с помощью этого переносят стволовые клетки этому ребенку. И этим мы излечиваем их от этой талассемии. Плюс у них еще рождается здоровый ребенок. Sevil Hanım, у вас есть гарантия того, что они обязательно будут иметь детей? Кто к вам обращается? После того, как мы проводим обследование больных, не только женщин, также мужчин, потому что в этом деле нам нужны и папа, и мама. После этого мы им говорим про шанс. Какой у них шанс забеременеть, какой у них есть шанс родить здорового ребенка. И уже общаясь с больным, объясняя ситуацию, мы говорим, кому-то говорим 1%,
есть шанс. Кому-то предупреждаете? Да, обязательно. Не у всех получается, и не во всех клиниках у всех получается. Но наша статистика является самой лучшей в нашем городе, в Азербайджане. И как во всех странах, во всех статистических данных по ЭКО, 60% является высокой планкой, мы эту планку держим. Вы сказали, уже 20 лет в этой сфере. Да. За 20 лет, наверное, у вас есть такие грамоты. У нас, да. Наша деятельность, моя деятельность не только в Азербайджане. Моя деятельность, мы и в Ираке работали, там тоже у нас очень много детей. У нас очень много детей и в Турции. Наша больница является какой-то частью, наша больница является частью ЛИВ-сетей, как во всех других странах этого госпиталя больным даются самые квалифицированные методы лечения, то же самое происходит и у нас. Наша больница является самой большой в стране, самой оснащенной и многопрофильной. Особенности этой больницы, да? Да. Те методы и методы диагностики и лечения, которые проводятся у нас лично в искусственном оплодотворении, они практикуются и в других зарубежных странах, таких как в Европе, как и в Америке. И мы ничем не отличаемся по положительным результатам. Вы еще других иностранных или рядных государств, соседних государств обращались к вам? У нас не только своих граждан лечим, мы лечим также и гостей нашей страны. И вот недавно мы скоро поедем в страны, соседние страны. Первым долгом мы Кыргызстан, Узбекистан. У нас очень много больных обращаются оттуда. И чтобы они не приезжали, не тратились, мы едем туда. Мы едем, чтобы они почаще могли нас видеть. Очень тяжело ехать в другую страну, получать квалифицированную медицинскую помощь. И поэтому мы едем, обследуем больных там, в этих странах. И после того, как уже все обговорится, когда мы уже решим, как лечить, и мы больных приглашаем сюда. Вы сказали, поедете скоро в Кыргызстан. Почему именно в Кыргызстан? Почему выбрали Кыргызстан? Потому что наши страны дружат, наш народ дружит. И очень много оттуда больных к нам обращаются. И поэтому первым долгом мы решили ехать туда, в Кыргызстан. Какие у вас конкретные цели, задачи в этой сфере? По максимуму дать правильное направление больным, которые годами ждут ребенка и страдают от бесплодия, а также направить их на правильное лечение и, естественно, обследовать больных, которые обращаются к нам оттуда. Воспользуясь случаем, вы поедете в Кыргызстан, но уже перед чем вы приехали, ваши, наверное, поздравления или пожелания, наверное, передадите, правильно, через наше телевидение? Да, естественно, я всем жителям Кыргызстана, также соседние регионы, а также зрителям ТВ-15 передаю большой-большой привет. И мы ждем вас на наши исследования, обследования. Приходите, не стесняйтесь, не бойтесь. Все, что возможно, мы вам сделаем. Мы поможем вам избавиться от этого нехорошего слова бесплодия. И дадим вам малышей, дадим радость в дом. Как раз вы дарите родителям детей долгожданных. Какое чувство вы в этом переживаете? Бывает иногда, что работа тяжелая, и иногда думаю, что не хочешь этим делом заниматься, но когда видишь, что люди 20 лет, 25 лет ждут малыша, и ты даришь им детскую улыбку, даришь им этого малыша, и ты видишь, как меняются судьбы этих людей.
меняется жизнь у этих людей, меняется взгляд у этих людей. И это уже большое дело. Укрепляется семья. Да, семья. Многие говорят, что дети – это не важное звено, но мне кажется, что дети – это самое, мне кажется, большое звено, которое объединяет, и это же составляющая полноценной семьи. И я буду потихонечку вам показывать, где мы это все делаем, где наши больные отдыхают до забора, после переноса. Давайте идемте. Здесь наши комнаты, где отдыхают наши больные. До забора и после переноса комнаты совместные, где девочки отдыхают. Но они отдыхают 5-10 минут, потом мы провожаем домой. А так комнаты есть, которые отдельно. Естественно, у нас анонимность очень важна. Мы не хотим, чтобы больные знали диагнозы друг друга, чтобы знали, кто какие манипуляции здесь проводит. Поэтому есть комнаты отдельные, где больные могут спокойно отдыхать и не переживать за то, что кто-то увидит, кто-то что-то узнает. И стерильно. Дальше надо переодеться, и мы входим в само сердце лаборатории. Все, переоделись. Идем дальше. Наша лаборатория. 2 комнаты. В одной из комнат мы тут проводим забор яйцеклеток и пересадку. Все делается под УЗИ, под внутривенной анестезией. Обычно в некоторых странах без анестезии делают, но мы не хотим, чтобы нашим женщинам было дискомфортно. 5 минут, немножко усыпляем внутривенно, и все. Забираем наши яйцеклетки. Идем. Это наш центр. Тут происходит само чудо ЭКО. Тут происходит оплодотворение. Тут мы растим наших малышей. 5 дней назад мы сделали одной паре ЭКО, забрали яйцеклетки, оплодотворили. И сейчас посмотрим наши детки, как они выросли. Растут наши малыши вот в таких контейнерах. Мы из этого контейнера забрали. Сейчас мы увидим чудо. Наше чудо. Этот наш малыш. Вот этот наш малыш. Самый лучший по квалификации, то есть по критериям является номером 5АА. Остальные тоже хорошенькие, вот верхний тоже у нас хорошенький, тоже 5АА. 5АА считается самым-самым лучшим. Я говорила вам, что у нас тут используем самые последние технологии. Один из них – это чип, который используем для ДНК проблемных сперматозоидов, то есть с испорченным ДНК. Как мы их отделяем друг от друга? У нас есть вот такой вот чип. С этим чипом я вам сейчас открою его. Тут внутри есть маленькие канальчики. Определенное количество спермы выливаем в одну часть этого аппарата. Вот большие дырочки, шарики видите. И тут еще мелкие. Посередине этих шариков есть такой желобочек. Те сперматозоиды, которые являются ДНК испорченными, они через этот канальчик не проходят. Проходят только здоровые сперматозоиды. И собирая тут внизу самых здоровых сперматозоидов и оплодотворяя их, мы получаем здоровые беременности, получаем больше беременности, шансы увеличиваются при ЭКО. И еще один раствор я вам покажу. Этот раствор используем при неподвижных сперматозоидах. Получают обычно после операции забора сперматозоидов из мошонки. Эта операция называется микро-ТС. Когда мы их забираем, они бывают неподвижные. Если даже не операция, а обычно тоже сдают анализ, там неподвижные, то мы используем вот этот вот раствор. Он называется спермобиль. С помощью этого раствора мы активируем сперматозоиды, и они начинают двигаться. И мы, собирая подвижные сперматозоиды, оплодотворяя их, получаем больше правильно оплодотворенных эмбрионов, и этим увеличиваем шансы на беременность. Это классно. После того, как мы вырастили эмбрионы до 5-го дня, обычно мы хотим до 5-го дня. Почему? Потому что они более жизнеспособные. 3-дневные тоже бывают, но у нас в основном 5-дневные эмбриончики. После того, как мы их вырастили, мы их замораживаем. Где мы их замораживаем? Мы их тут замораживаем.
не только искусственное оплодотворение делается для лечения бесплодия. У нас также делается искусственное оплодотворение плюс генетическая диагностика эмбрионов. Как мы это делаем? Мы у 5-дневных эмбрионов забираем кусочек, биопсию, и вставляем их вот сюда, вот в эти маленькие тюбики. В этих тюбиках они остаются у нас в холодильнике градусов минус 10. И пересаживаем их обратно вот сюда, в эти тюбики, отправляем их на генетическое обследование. У кого мы это делаем? У каких больных мы это делаем? Если у них есть какое-то носительство, какого-то заболевания, если у них родился ребенок с генетическим отклонением, мы этим больным проводим преимплантационную генетическую диагностику. Заранее, до переноса, мы узнаем у этих детей болезни и пересаживаем только здоровые. А также мы узнаем и пол ребенка. И это очень сейчас популярно среди наших больных. У кого есть девочки, у кого есть мальчики, хотят или девочку, или мальчика, то мы точно так же проводим генетическое расследование, обследование этих эмбрионов, узнаем пол, а также узнаем их на здоровье. Генетическое обследование этих эмбрионов, с помощью этого обследования мы проверяем более 400 болезней и также активность этих эмбрионов, насколько они активны. Эмбриоскор проверяем. Есть эмбрионы, которые с трудом дошли до 5-го дня, и сегодня-завтра они остановятся, а есть эмбрионы, которые очень живучие. С помощью этого метода, с помощью этой диагностики мы определяем самых живучих, самых здоровых и пол ребенка. И самое главное, где они у нас растут, наши эмбриончики, вот в этих контейнерах. Почему мы выбрали эти контейнеры? У них у всех разные ячейки. И наши эмбриончики, они растут в отдельных ячейках. То есть, если мы смотрим эмбрионы одного больного, мы открываем одну ячейку. Открыв эту ячейку, мы никак не вредим остальным эмбрионам. А также самое главное – это безопасность наших эмбрионов. Безопасность в чем? Если вдруг выключат свет, естественно, у нас генератор есть, но первым сигналом наш аппарат сигнализирует нам, и этот сигнал идет через телефон. Звонок домой, звонок на телефон, и мы сразу же предпринимаем меры безопасности наших эмбрионов.